О верующие, бойтесь Аллаха явно, и когда вы пребываете в одиночестве, во всех ваших явных и тайных делах. Поистине Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, является свидетелем, наблюдающим, знающим о всякой вещи на земле и на небесах. Пусть Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, сделает нас из числа богобоязненных Его рабов, из числа близких и приближенных Его рабов. О верующие, из числа великих знамений ислама, похвальных и достойных деяний, является такое знамение, отличительная черта под названием призыв к одобряемому и запрет порицаемому. Аль-амру биль-ма'руф ва нахи аниль мункар. И значение этого дела, о рабы Аллаха, является великим и высоким у Аллаха. Последствия, плоды Его благословенны. Посредством этого призыва уменьшаются злодеяния и увеличиваются благие поступки. На общину, которая придерживается этого призыва, ниспосылается милость и барака. И на самом деле то благо, которое содержит в себе этот призыв к одобряемому и запрет порицаемого, знает только Господь небес и земель. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Вальтакум минкум умматун, яд'уна иляль хайри ва я'муруна бил ма'руф ва янхауна аниль мункар, ва улаика хумуль муфлихун». Пусть среди вас будет группа людей, которая будет призывать к одобряемому и запрещать предосудительное. Именно они и окажутся преуспевшими, говорит Всевышний Аллах. Побуждение к одобряемому, удерживание от порицаемого защищают религию, оберегают то, что ислам объявил святым и неприкосновенным. Этот призыв способствует тому, что люди начинают соблюдать шариат Всевышнего Аллаха. Кроме того, мусульманская община будет считаться лучшей из общин, из всего человечества, которая появилась на благо только в том случае, если они будут побуждать к одобряемому и запрещать порицаемое. Всевышний Аллах говорит: «Кунтум хайра умматин, ухриджат линнас, та'муруна бил ма'руф, ва танхауна аниль мункар». Вы являетесь лучшей из общин, появившиеся на благо всего человечества, повелевая совершать одобряемое и запрещаете предосудительное. Этот призыв – это каждодневный упорный труд каждого верующего, каждого мусульманина. Это усилия, которые прикладываются им ради того, чтобы мусульмане соблюдали религию Всевышнего Аллаха, избегали грехов. Кроме того, призыв к одобряемому и запрет порицаемого – это признак, позволяющий отличить верующего от лицемера. Всевышний Аллах говорит в Коране, описывая верующих: «Валь-му'минуна валь-му'минат», и верующие мужчины и верующие женщины, «ба'духум аулияу ба'д», являются друзьями и помощниками друг другу. «Я'муруна биль-ма'руф», они призывают к одобряемому, «ва янхауна аниль мункар», и запрещают предосудительное. Также Всевышний Аллах, указав на лицемеров, говорит в одном из аятов: «Валь-мунафикуна валь-мунафикат». А лицемеры и лицемерки, «ба'духум мин ба'д», они подобны друг другу. «Я'муруна бил мункар ва янхауна аниль ма'руф», они велят совершать предосудительное и запрещают одобряемое. Также Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, описывая качество верующих, что если им Аллах, Субханаху ва Тааля, предоставит, унаследует землю и предоставит власть на этой земле, они будут совершать намаз, выплачивать закат,
велеть совершать одобряемые поступки и будут запрещать предосудительное. О рабы Аллаха, сколько объемной пользы, сколько глубоких смыслов и, следовательно, блага для всей общины, для всего человечества оставляет следы призыва к одобряемому и запрет предосудительного. Если мы перестанем побуждать к одобряемому, если мы не будем удерживать от порицаемого, если дрогнет эта крепость, если треснет этот щит, можно забыть о соблюдении норм шариата. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал, что такую общину поглотит низменные качества. Порок. Приверженцы лжи одержат верх над приверженцами истины. Нечестивцы и грешники одержат верх над праведниками и над верующими. Любая община приходит в упадок, как только пропадает этот призыв к одобряемому и запрет порицаемого. Распространение порицаемого, распространение грехов ведет к ослеплению сердец, братья, к ослаблению веры. У людей пропадает ревностное отношение к религии, к запретам Всевышнего Аллаха. Начинается хаос и появляется преступность. Всевышний Аллах, субханаху тааля, не мешает людям совершать порицаемое. И многие мусульмане, видя, как оно распространяется, привыкают к нему. Привыкают к нему, и восприимчивость их сердец притупляется. Они становятся такими же равнодушными к ослушанию Аллаха, как и тот, кто совершает сам грех. Люди смотрят, как грешат другие, и им даже в голову не приходит, что на их глазах происходит ослушание Всевышнего Аллаха, и что его действие перед тобой уже достойно порицания. Уже достойно порицания. Один из наших праведных предшественников говорил, что самое страшное, когда сердца привыкают к порицаемому. Если человек постоянно видит порицаемое и сталкивается с ним, он привыкает к нему. А когда человек привыкает к чему-то, он перестает реагировать на это. Мусульманин не должен отказываться от этого призыва, прикрываясь тем, что он не идеален. Мусульмане все не идеальны. Мусульманские ученые, обладатели знанием, говорят, что для того, чтобы удерживать других от грехов, человеку не обязательно быть самым идеальным, совершенным. Он должен стремиться к этому. Он должен понимать, что идеален сам ислам, к которому он призывает. Ведь человек, который запрещает тебе совершать предосудительное, он призывает тебя не к себе. Он призывает тебя к Аллаху, чтобы ты перестал ослушиваться Всевышнего Аллаха. Узнав все достоинства призыва к одобряемому и запрет порицаемого, мы с вами должны, что это великое поклонение, как и любые другие виды поклонений, имеют свои условия, имеют свои правила. Этот призыв в прежнюю очередь должен соблюдаться с возможностью говорить. Также этот призыв должен сопровождаться мудростью, кому, как и где говорить. Этот призыв должен нести в себе мягкость и снисходительность по отношению к тому, кому ты говоришь. Это не значит, что ты должен бить по лицу тех, кто не одевает хиджаб, или тех, кто совершает грехи. Однако тебе не нужно прикрываться благоразумностью, не осуждая тех, кто совершает эти грехи в открытую, при возможности исправить это. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «Клянусь тем, в чьей руке моя душа, вы будете побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого, а иначе Всевышний Аллах нашлет на вас наказание. Потом вы будете взывать к Нему, но не получите ответа». Ибн Умар, ради Аллаху анху, передает о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Муру бил ма'руф, ванхау анил мункар, кабля ан тад'у, фаля юстаджаба лакум». О люди, побуждайте к одобряемому и удерживайте от порицаемого до того, как вы станете взывать к Аллаху и уже не получите ответа. Поистине,
побуждение к одобряемому, удерживание от порицаемого не уменьшают удел, братья, не сокращают жизнь. И когда иудейские ученые и христианские монахи перестали побуждать к одобряемому и порицать порицаемое, Аллах проклял их через своих пророков и обрушил на них свое наказание. Акулу ма тасмаун фастагфируллаха ли ва лакум ва лисаирил муслимин мин кулли дзамб фастагфируху иннаху хувал гафурур рахим. Искренность важнее всего. Искренность – это стержень нашей религии. Это смысл нашей жизни. Это ключ призыва всех пророков и посланников. Всевышний Аллах говорит в Коране: «Вама умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лахуддина хунафа». Им было приказано поклоняться Аллаху, будучи искренними. Также Всевышний Аллах говорит в Коране: «Аля лиллахи динул халис». Воистину, чистая, искренняя религия может быть посвящена только одному лишь Аллаху. Искренность – это суть поклонения, братья. Это его душа. Ибн Хазм, рахимахуллах, говорил, что намерение, искренность – это секрет поклонения. Оно по отношению к делам подобно души к телу. Как не может быть в поклонении намерения, так же, как и не может быть в теле, так же, как не может быть тело без души. От искренности зависит принятие наших с вами дел. Она направляет либо к успеху, либо к краху. Она определяет путь в рай, либо в ад. Отсутствие искренности, братья, ведет в огонь, а ее наличие приводит в рай. Всегда всю свою жизнь человек обязан контролировать свое намерение, контролировать свою искренность, проверять ее. При совершении любого деяния человек должен задуматься, для чего я это делаю, зачем я это совершаю, искренен ли я с Аллахом. Любое дело, которое ты делаешь, любое, будь это призыв к исламу, призыв к Аллаху, на которое ты тратишь жизнь, на которое ты тратишь время и ресурсы, ты действительно призываешь к Аллаху. Или ты призываешь к себе, к своему джамаату, своей какой-то организации. Когда ты говоришь о высоких темах, ты говоришь это ради Аллаха или ради того, чтобы люди проявляли большее уважение, когда ты тянешь им руку. Или когда ты тратишь жизнь свою на пути Аллаха. Ради чего ты это делаешь? Ради славы или ради Аллаха? Намерение, братья, оно может быть очень скользким. Оно уползает, особенно в наше с вами в это время. Сердца людей подобно губке. Они втягивают в себя все сомнения и все страсти, которые они видят вокруг. И поэтому множество страстей и сомнений обязывает нас с вами контролировать наше намерение. В каждом своем деле, в каждом своем действии. Ведь недаром пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, что первыми, кто будут подвергнуты наказанию в судный день, будет кто? Будет тот, кто обучал Корану не ради Всевышнего Аллаха. Будет тот, кто оставил свою жизнь на пути Аллаха не ради Всевышнего Аллаха. И будет тот, кто давал закат ради того, чтобы люди сказали, что он щедрый. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, выделил эти три категории? Потому что это три великих поклонения, в которых намерение очень часто может быть подвергнуто испытанию. И если упустил ты этот момент, оказавшись перед Аллахом в судный день, человек может оказаться ни с чем. Он отдал все свои силы, а это оказалось напрасно. Не ради Аллаха, ради низменных, каких-то земных целей. И поэтому в таком же деле, как призыв к одобряемому и запрет к порицаемому, во главе всего должна стоять искренность. В наше время, к сожалению, порицать порицаемое стало порицаемым. Призывать к благому ты можешь, это твое право. Но порицать грешников, осуждать за какие-то плохие поступки ты не можешь. Почему? Потому что это их право, как говорят они. А к благому призывать ты можешь, это твое право. Но порицать нет. Это право других,
когда женщины выходят на митинги за гендерное равенство, религиозные люди продолжают шутить с ними, забавляться, не могут упрекнуть их, когда публично сжигается Коран с целью осквернить, но хвала Аллаху, огонь, он не оскверняет книгу Всевышнего Аллаха. Они утверждают, что это право, что это их право сжечь любую книгу. Их право сжечь любую книгу. И если мы не будем это порицать, если мы не будем об этом говорить, то как мы будем собираться противостоять тем нетрадиционным ценностям, которые хотят среди нас распространить? Мы должны отстаивать изначально свое право не быть оскорбленными. Мы должны отстаивать свое право, чтобы наша священная книга не была сожжена и не была унижена ни в каком месте на этой земле. Бойтесь же Аллаха, побуждайте к одобряемому, удерживайте от порицаемого по мере своих возможностей, и Аллах вознаградит вас и присоединит к своей партии, а к его партии относятся покорно его рабы. И он похвалил их, сказав в своей книге: «Кунтум хайра умматин, ухриджат линнас, та'муруна биль-ма'руф, ва танхауна аниль мункар, ва ту'минуна биллах». Вы были лучше из общин, выведенной на благо всего человечества. Вы призываете к одобряемому и запрещаете предосудительное. Ва ахиру давана аниль хамдулиллахи роббил алямин, ва акимуссалам. Аллаху акбар, Аллаху акбар. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن